плюс 3 градуса. Да ёшкин-то кот. Всего плюс 3 градуса, а 5 ноября. 5 ноября, да. Вчера целый день было тоже плюс 3, плюс 4, наверное. Да. Пока темно, на улице не видно, но если вот видно, я вам покажу, что снега уже нету. Вон, вот кучка снега есть, там то, что почистил немного, метр на метр. И все, весь снег растаял. Ну а мы с Иваном Григорьевичем сегодня вдвоем едем не то чтобы покорять, а удержать этот лед на озерах. Подожди, лед, не тай. Подуть на озеро. Да, чтобы остыло, чтобы еще лед остался, снег ушел, а лед уже третий раз сходит. Ну что это такое? Игорь сегодня с нами не поехал. Иван Григорьевич, он Плохо чувствует он себя. вооружился с маской, говорит, чтобы ковид не залетал. Да. Нет, потому что я общался с ним вчера. Ну, короче, не обнимались, не целовались, но... А позавчера общались вместе, так что если уже все равно вместе общались. А позавчера, может, ничего не было. И все. Не, нюх теряют на 3-4 день, так что мы Да? уже и инфицированы. Ну тогда я не боюсь. Вот. У меня-то антитела выработаны с детства. Короче, шутки шутками, но Игорь у нас заболел. Пока еще не знаем чем, но так Да, что сегодня нашего полку убыло, можно Но так я на сказать. всякий случай маску все равно одел. Вот. Потому что не хочу Гену заражать. Да. Если я уж схватил, там может. Так что поехали, друзья. У нас там Лечиться. стоят 10 жерлиц. Пойдем сделаем хотя бы марш-бросок. А получится ли у нас выйти на лед, это одному Богу известно. Вот, блин, пилу бы надо было, чтобы там поперечников заложить вот эту яму. Все, поехали. Напилили А у бы. меня пила есть тут? Да? Только не знаю. Ну ладно, посмотрим. Поехали. Ямки, да. Ну вот, друзья, такая обстановочка на реке Печора у нас на 3 ноября. Раннее утро, расцветает уже. На фидер можно спокойно. Вон, Печора совершенно чистая. Дамба у нас. Да. Здесь мы были на день рыбака. Ходили по дамбе. Дамбу, правда, скрыла. Вон, кто-то поставил сеточку даже, вон стоит тычка, вон сеточка. И Печора чистая, ни одной льдинки нету. Вот только на той стороне немного шуга идет. Вдоль берега чуть-чуть. А 2 дня назад мы здесь были, шуга шла сплошняком. Теперь только по правому берегу немного идет. А здесь вот совершенно чистая река. Ни одной льдинки даже нету. Все растаяло. Вон, все растаяло. За второй дамбой можно ставить сети и зарубить. Все растаяло. Весь снег сошел. Вот чуть-чуть децл вот осталось. Немножко здесь. Вот наш Козьявер. В это время бывало, Иван Григорьевич здесь уже хариуса ловил, да? Да, вот как раз эти места, блин, от дамбы туда ниже, блин, такие харюза. Вот такая вот грустная, хмурая, унылая картина предстает перед нашими глазами на 5 ноября. Это в это время уже полным ходом всегда у нас зима уже обычно. Да. Вот такая кака у природы. Как уделает нам природа. Ну, Таня. ну да, но мы второй раз лед открыли. Если сегодня не получится, будем открывать третий раз. Все верно. Пойдем посмотрим, что у нас получится сегодня. Поехали. Так, и вот мы на месте. Не успели мы приехать на озеро, а рыбы уже мы наловили. Вот, друзья. Вот сколько мы рыбы поймали. Это гальян речной, мальки. Нам подогнали. Вы думаете, кто? Мы не одни такие отчаянные, которые без льда рыбачат. Еще есть ребята покруче. 2 Славика рыбачат. Ну-ка, здесь вот машина в прошлый раз что стояла. Они рыбачат у нас на Первом озере. Подогнали нам мальков. Что-то у них сегодня тоже вяло, да? Пока Да, рыба не мелочь. клюет. Мелочевка одна, говорит, поклевывает. Славик был вчера там на озере, тоже, говорит, мелочевка. Ну, мы собрались и не будем останавливаться уже тоже. Поедем, посмотрим. Снег здесь немножко есть. Вот капельку. Значит, было здесь немного попрохладнее. Будем надеяться на это. Да, лед Вот. стоит. Рассвет потихонечку поднимается. Скоро поднимется солнышко. Ну, надеюсь, к этому времени мы будем уже на озере. На озере. Все, поехали. Вот, друзья, остановились возле нашей березы, которая в
3 ствола растет. Вот Иван Григорьевич сейчас пытается обнять самый тонкий ствол. Но это у него не... Эдва, еле-еле не получается. Вон там второй второй отросток маленький. А вон этот отросток, вообще отростище 3 раза больше. Вон такая капа еще сбоку торчит. Вон, да, кто с дерева-то вырезает, да? Да, вот. Метр, около метра, наверное. Тут чуть можно меньше. рот, нос, личи, глаз. Да тут что хочешь вырезать можно. Вот такое вот огроменная береза, вот такое огроменное дерево. Чего только вот эта береза только не видела на своем веку, наверное. Да, ей лет. И годы коллективизации, и колхозы, и совхозы. Да. Все видела. А теперь что у нас творится? Как косили. Вон, смотрите. Каких-то 15-20 лет не косят, а уже на лугах растут вон какие здоровые березы. Вот она. Вон уже какая здоровая береза посреди луга. Там вот все зарастает. Больно смотреть на эти зарастающие луга. Да. Везде. Скота можно держать. 200 голов держали в Покче, еще и бычков на откорм. И все это сейчас пропадает, зарастает, заросли поля, зарастают луга. И это малая часть того на этой стороне, сколько лугов, столько же лугов еще на той стороне Печоры. Это все сейчас зарастает. Вон уже елочки пошли. Да, все, сейчас это все, еще лет 15-20 и здесь будет лес. Ну мы топаем дальше. Идти сегодня жарко. Плюсовая температура. Это-то ерунда, по лугу идти еще ничего страшного. Идти хорошо, тепло. Да, как Игорь сказал в прошлый раз, да. Не дай бог еще рыбу поймаем, выносить-то как. Вот и не поймали. Теперь... Поймали нормально-то? Ну, поймали. Не без улова же, не впустую. Вот здесь обычно бывают рябчики, но так как дорога дальняя, ружье не стали брать. Пусть живут. Лишь бы медведи не проснулись. А я вот смотрю, нет следы? медвежьего следа. А то весной мы прошли с Игорем по озеру. Блин, медвежий след. Ну, медведя не видели, но пришли на речку, и там след медвежий. Он кругом по всем озерам прошелся. На речку, где возле лунок, потоптался. Но мы его не видели. Вон наша тропа. Вот наша дорожка. Или кто-то уже прошелся по ней после нас вчера? Не, это я вон волочил. Ну что, друзья, топаем. Топаем. Друзья, вот уже подходим к озеру. И здесь вот прямо с этой ложбинки сейчас залетело 2 рябчика. Сейчас попробую. Навряд ли они подпустят, чтобы их заснять. Ну, попробуем. О! Свистят. А ружья не взяли. Так бы как раз по рябчику на бульончик можно было бы добыть. Ну, ладно уж, что теперь. Пусть растут. Пусть плодятся. Сейчас попробуем их увидеть, конечно. Они куда-то вот сюда улетели. Сейчас они, по идее, должны... О! Свистят. Вот. Еще перелет сделал один. О, свистят. Ну, в общем, было бы ружье, можно было бы походить, конечно. Тут живут постоянно рябцы. Вот оно, наше озеро. Мы здесь пока выходить не будем, потому что вот ручей, он еще полностью открыт. Вот он. Ручеек. Полностью от берега до берега полностью открыт. Мы выйдем в другом конце озера. Нам еще топать. Иван Григорьевич догоняет. Так-то дорога раньше здесь нормально была. Вот такая тропа нормально. Ну уже после урагана здесь все деревья попадали.
Сейчас просто жесть, а не дорога. Снял куртку. 7 потов сошло, пока дошли. Вот оно, озеро. Озеро стоит, но ручей вот он. Полностью открыт. Вот он. А мы здесь все это время уже ходим по полной. Ну что, попробуем. Попробуем выйти на лед. Получится хорошо. Ну не получится, что, попьем чаю. Все открыто. Не получится, так попьем чаю, да обратно пойдем. Получится. Ваня сказал, получится, значит получится. Лед толстый вот так вот по белому, и нихуя не. Так, ну что, друзья, мы на льду, но лед очень опасный. Он весь в дырках, видать, где тюкали пешней. Везде дыры. Везде дырки, да, и он весь прослаб. Сработана одна жерлица, вижу, одна перевернутая. Но это не факт, сработана вторая жерлица. Две жерлицы сработала, не знаю, что там, как там. Но вот вышел на лед, и он трещит, трещит капитально. Ну-ка, Вань, кинь мне это пешню по льду. Иван без лыж сегодня, без лодки. Далеко хоть на середину не ходи. Блядь, ёб твою мать. Чего? Ах, блядь, палец загнал леску, блядь, и крючок оборвался. Ну, в горячке выдернул крючок. Ну вот, опять сегодня, слава богу. Опять не слава богу. Израненный весь. Ёбкалом. Так, еще не дошла. Попробуем, Что привяжем. попробуем. Ну, видишь, хорошо. Надо сразу в горячке, пока зашло туда упали, Выдернул. сразу выдернул. Вон тут все в дырках. То, что пешней где тюкали, везде дырки. Так. Да, прошлый раз лед был крепкий. Сейчас он ни о чем. Ну ладно, будем пробовать, куда деваться. Страшно, но что делать? Так, ну что, пробуем. Ой. Так. Пойдем вдоль берега. Ледобур возьму сразу на всякий случай тоже, чтобы не тюкать лишний раз. Так, еще и крючок надо взять. Ой, блин. Как мне это, Вань, нравится, ты бы знал. Все говорят, лед у нас. Да нет у нас льда, тоже нету. Вот он, весь тонюсенький. Ты хоть близко к лунке не подходи. О, трещит. Что-то мне кажется, здесь он похуже, чем пробивается с одного раза и трещит. Блин. Может, ну его нафиг эту рыбалку? Ну его нафиг эти жерлицы. Ой. Блин, Ваня, он реально трещит, блин. Ничего не будет. Ты иди вот по белому. Да я по белому иду, он трещит. Ну и пусть. Так, оставляем лишний груз пока. Оставляем камеру, хоть чтобы пока не утопло. Пойдем попробуем налегке. Все-таки пару килограмм.
Ой. Трещит. Блин, а как они ходят-то по такому льду-то? Не бойся, не провалишься. Блин. Пробивается с одного раза. И такой неприятный треск стоит. Мне вот до туда добраться хотя бы. Блин, вот нафига надо было вот теплеть? Так все хорошо уже было, блин, ходили нормально уже по этому льду. И теперь он опять тает. Вон сработанная жерлица у нас. Вот здесь темно уже. Вот до того бы добраться. Так. Ну вот. Добрались до одной жерлицы. Сработанной. Смотрим. Смотрим. Да пребудет с нами удача. Вон. В прошлый раз мы здесь все было замерзшее, сейчас все растаяло уже. Еле-еле. Нет, тут хоть есть сантиметра 4 лед, наверное, есть вот тут. Ну да, там белый вот. Не, нету ничего, ложная сработка. А крючок пустой. Малявку съели. Ладно, пошел я тогда по новой за малявками. Будем потихоньку проверять и насаживать. У нас сработано еще. Там одна жерлица, вон, вижу, горит. И там опрокинутая одна. И одну жерлицу флаг кто-то порвал на куски. Птицы там или норка, я не знаю кто. Просто разъели весь флаг и раскидали по льду. Ладно, дойдем до туда, покажу. Пока будем потихоньку ходить и насаживать тогда. Ой, мамочки. Друзья, прикол, короче. Проверил. Раз, два, три, 4 жерлицы. Окунь живой. 2 малявки дохлые и 1 двойничок пустой был. И сработанная жерлица, вероятно, была щука и ушла. И вон прикол. Хожу, короче, по лункам, поклевок нет. И заметил окуня на льду. Кто-то оставил. Я подошел, и он реально живой. Он окоченел, ну вот он жабрами дышит. Вот, окоченевший. В эту сторону гнется, в эту сторону даже не гнется. Окоченевший, но живой. Вот он, глазками крутит. Вон, жабрами шевелит, плавниками шевелит. Получается, это кто-то был после нас. Потому что позавчера здесь были заморозки. Он бы замерз. А так он, видать, вчера помню. Да и мы собирали всю рыбу же, да, со льда? Да. Значит, кто-то вчера был и оставил окуня на льду. Вот он шевелит плавничками. Поклевок нет, ни одной поклевки. Я гоняю блесну. Григорич на мормышку. Тишина, ни одной поклевки. Потихоньку пытаюсь пробраться к тем жерлицам, которые на тонком льду. Вот здесь тонкий лед, более-менее белый лед заканчивается. Видать, он здесь первый остановился. Снег, то, что ветром пригнало, здесь застыло. Вот эти 100 метров. А дальше идет темный лед, который застыл позавчера. И он очень-очень тонкий, трещит. И дальше все идет черное. Не знаю, попробую. Если он шибко будет прогибаться, трещать, ну его нафиг, оставлю эти жерлицы. Тем более поклевок нет.
Я даже иду без ведра, чтобы лишний груз. Скинул куртку, скинул ведро, иду налегке. Потихонечку попробую по краешку. Вон. Ну и по пути заодно проверяю вот эти лунки. Лунки даже вот не замерзшие. Что-то замерзшее, что-то нет. По-любому кто-то вчера был здесь. Кто-то был. И поклевок нету. Рыба. На первом озере вот 2 Славика рыбачат. Тоже, говорит, поклевок нет. Здесь нет поклевок. Это, видать, перемена погоды. То, что вот резкое потепление после морозцев. Может быть из-за этого. Ладно, немного. Пару часиков подергаем. Нет, так собираемся и идем, да? На светлое. Может, там будет вечерний клев. Главное сейчас мне до жерлиц добраться. До той-то я точно не доберусь, которая по центру на черном льду. Там и тогда-то трещал лед, когда мороз стоял. А тем более сейчас 2 дня таяло, там он вообще-то нюсенький. Друзья, вот сработанная жерлица. Ну, как-то она интересно сработала. Так, попробую подойти к ней. Такое ощущение, что кто-то ее трогал. Вот она должна быть на лунке. Она сработанная. И в стороне. Так, у нас рябчики продолжают свистеть. Так. А здесь вот лед уже темный. Если возле берега он еще более-менее такой серый, то по центру, где речка остановилась, ой, озеро остановилось позже, он просто темный. Как бы опасно здесь, вот оно. Каждый шаг чувствуется. Так, попробуем на четвереньках как-то аккуратненько. Вот она почему-то в стороне жерлица. Естественно, никого здесь нет. Леска вымотана полностью. Вон дохлый окушок. Дохлый окушок. И что-то... О, молодец! С почином! Григорьевич говорит, первого окуня поймал. А у меня здесь, может быть, что-то и было, щучка какая-то. Но не наша, видать, была. Леска размотана полностью до петли. Вся вымотана. И что-то даже оно отскочило в сторону. Сошла с орбит. Или ветром. Не знаю, что тут было. Но что-то было. Но щуки нет. А, так. Это у нас та жерлица, кстати, которая поймала щуку. Так. Назад. Назад. Там вот тоже что-то флажок слетел. Жерлицу оставляем здесь. На обратном пути заберем. Так, ну что, пошли потихоньку дальше. Вон, есть лед в дырках, в трещинах. Ну, где вот такой светлый, еще не так страшно. А где темный, как там, уже страшновато. Ага, я-то думал, это кусочки от флажка, а это кто-то конфеты ел, этикетки, красные этикетки, бумажки красные. Кто-то вчера ел конфеты, сладкоежка. И там вот наша жерлица без флажка. Флажок, видать, вылетел при сработке и упал.
Так, и там лед-то темный. Так. Блин, нет бы возле берега поставить где. Так. Почти дошли. Не, тоже никого нет. Ложная сработка. И тоже окушок. Тоже окушок. Не знаю, кто-то тюкал их, не тюкал. Но 2 окушка вот было. И оба окуня сработанные жерлицы. Хорошо, что мороз не ударил, так бы флажок бы я уже не нашел. Как он вылетел, или птицы его как-то, не знаю. Так вот, друзья, потихоньку остальные. Вот одна еще перевернутая жерлица. Полностью вот так вот лежит. Не знаю, кто там ее так перевернул или ветром перевернуло. Пойдем глянем ту. И у нас осталось 1, 2, 3 жерлицы еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вроде бы все на месте. Григорич уже поймал первого окуня. Может быть и расклюется. Хотя навряд ли, если клевало. Оно и с утра клевало. Так, ну мы продолжаем спасательную операцию. Так, друзья, оставляем удочку, потому что все, белый лед кончился. Вон идет полоса темного льда. Вон там вот ручей. И здесь от ручья, видать, уже позже встала. Вон полосой темный лед идет. Жерлица почему-то, вон лунка. Вот жерлица вниз головой. То ли ее ветром сдуло, то ли воронье утащило, то ли птицы, я не знаю, то ли звери. Метров на 7, наверное, сколько глубина, столько и вот утащили. Появились новые лунки. Вон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто-то вчера рыбачил, видать. Не знаю, попробуем. Попробуем подойти к флажкам. Вот тут трава, возле травы тоже лед может быть слабый. Опа, а вот тут вот трещит. Трещит. И мне что-то вообще не хочется туда идти. Совсем не хочется. И на льду вода. Видно, что здесь лед. Тут хоть более-менее шло вдоль берега. Может, ну и он нафиг с этими жерлицами. Так, ладно. Еще раз попробую. Блин, вот жалко, что лодку не взяли. Ладно, хоть возле берега попробую. Так бы вроде и... Опа, есть лед, я не знаю, или этот второй слой трещит. Блять. Не, страшно. Ну и вон нафиг, пусть стоят эти жерлицы. Потом замерзнет, заберу. Трещит. Попробовать палкой достать. Так. А если попробовать берегом обойти? Тоже может быть опасно. Тут-то глубина сразу. Во, попали, так попали.
Не. Ну его нафиг. Потом отдолблю. Пусть стоят нафиг. Жизнь дороже. Что-то мне туда не хочется. 2 жерлицы минус. Если даже и своруют, не новые куплю. Что, кетой попробуем? Мы еще здесь не ходили. Так. Тоже трещина. Так, ну до этой вроде бы дошли. Ой, бля. Трещит. Так, и сразу прогибается лед. Так. Бляха. А, нету здесь рыбы, вон малек даже живой. Или рыба просто в коматозе. Не хочет ничего. Ладно, друзья, пока выключаемся, рекламная пауза. Манал я такую рыбалку. Надо сматывать удочки. Попробовать на том озере еще по дороге. Да, нет, так домой дергаем. Так, друзья, бурил лунки, где вот метров 100 тут лед более-менее белый. Сантиметра 4, наверное, где-то. Дальше уже не иду, осталось 1, 2, 3, и уже 4-я жерлица осталась. Утром еще к ней подходил, сейчас уже все, паутина идет. И вот у нас работа и крутит, Вань. Смотри, коряги затащит. Все, подсекаю. Все, подсекаю. Так, блин, надо крючок было. Где крючок? Зачем ты? Там она вот такая вот. Думаешь? Вот карандаш нахуй. Смотрим. Блин, уже коряга. Да я тебе говорю, ты пока она запутает, Все. пока будешь ждать, пока размотает все. Сошла. Ушла, да? Окрутила. Может, еще раз клюется? Ну вот, кидай и... Так, сам видел, что крутила. Была сработка. А это свежая, я переставил ее на малька. Ладно. Собирались уходить еще. Порыбачим, наверное, немного здесь. Может, только надо за курткой сходить. Меня уже всего продуло, блин. Сейчас закину. Нет, сошел. Главное, хожу по лункам, трясу, ни одной поклевки. Сейчас сел, устал уже ходить, спина устала. Остановил, он клюнул. На дне, да? Ну да, недалеко одна. Если... О, видишь? Опять поклевки. О! Хоть коту надергаю, блин. Надергаю, блин. Одного жерличного поймал, блин, надергаю я. Весело. Но это не просто так, это по-любому вот эта перемена погоды. Да на этом озере еще и такой клев. И бывает, когда только попадешь. Да, о, видишь? Опа. Нашел к ним подход.
Оказывается, они... Ну, раз они начали, может и крупные начнут. Ну, потом они сейчас не замерзнут. Если что, можно их потом будет, если на жерлице не понадобится, можно будет покидать их обратно. Надо туда сейчас, где щучка клюнула, поставить этого окушка. Может, возьмет. А мы на блесну их, на мормышки, на самую маленькую мормышку и на самую тоненькую леску вот начало поклевки. Ничего им больше не надо. Начались, блин. 2 окушков поймал с палец, блин. Уже за радость. А ты сколько штук пяток-то поймал, да? Да, я 2 отпустил маленьких, да. Обратно. Побольше. Ну, этих тоже, наверное, сразу отпущу. У меня малявки, если что, на жерлице есть. Пусть растут. Если уже не рыба, то это уже точно не рыба. Если рыба не клюет... О! Вот, плавайте. Скажите, что вас всех поднимают, отпускают. Всем расскажите. Да, дедушкам, бабушкам. Да хотя бы маме с папой или братьям старшим, блин. Двух поймал, 2 отпустил. 4 раза поднял туда-сюда. Хороший результат, да? Давай свеженького насажу опарика. Ты на червя, да? Нет, на паре. Тоже на опарыша. Вон такая вот малюсенькая вольфрамовая. Раньше она была золотистого цвета, даже ближе к бронзовому. И одного опарыша небольшого. Так-то эта мормышка рабочая. Выручает, когда даже рыба клевать совсем не хочет. Но сегодня даже и она не работает. Так, а у нас вода все наступает и наступает. Если мы когда пришли, этот лед был сухой. Теперь уже вон до сюда дошла вода. Без дождя это получается, лед садится, сверху вода. Тает лед. Надо уж скоро будет. Ну, пару часиков еще посидим. Пару часиков еще походим на льду, говорю, да поедем.